Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию интервью, посвященной жизни павлодарцев в период режима чрезвычайного положения. У меня сегодня в гостях Теренченко Илья Сергеевич, первый заместитель председателя областного филиала партии Нур-Отан, а также Айджанова Динара Нуржановна, председатель территориального объединения профсоюзов Павлодарской области. Здравствуйте, большое спасибо за то, что присоединились к разговору. Сегодня главное событие дня, безусловно, это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на заседании Мажилиса. Действительно, очень много всего было сказано, очень много конкретных предложений, которых ждал, не побоюсь этого слова, весь народ. Илья Сергеевич, давайте начнем с вас, наверное. Как вы можете прокомментировать сказанное президентом страны? Безусловно, выступление главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на сегодняшний день это ответ на многие вопросы нашего населения. Мы непосредственно, партия, работаем с населением. Вы знаете, что у нас хорошо работают общественные приемные партии. Люди приходят с разными вопросами. Поэтому на сегодняшний день каждый пункт выступления, каждое направление очень важно. Глава государства свое выступление начал с того, что необходимо в первую очередь один из важных моментов усилить правоохранительный блок, национальную гвардию. Что под этим подразумевается? Это материально-техническая база оснащения, это компетентные кадры, которые в дальнейшем смогут вывести на абсолютно новый уровень всю систему правоохранительного блока. И я думаю, что да, такие моменты сегодня связаны именно с чрезвычайным положением, да, но вместе с тем нужно проконтролировать и реально понимать, что в дальнейшем оснащение нашей национальной гвардии, милиции, полиции, оно должно быть современное. То есть вся техника должна быть соответствовать всем последним требованиям. Конечно. Да, и необходимо, чтобы и военная техника, и транспорт, и всевозможные компьютерное оснащение, рации, все должно быть очень современно для того, чтобы максимально сделать все для того, чтобы наш народ, наше население находилось в безопасности. То есть создать эти условия можно только благодаря четкой политике нашего главы государства. Динара Нуржановна, как вы можете прокомментировать? Я тоже внимательно выслушала сегодняшнее выступление нашего президента. Для меня стало ясно, все мы должны работать прежде всего над вопросом повышения благосостояния населения. Ведь не секрет, что основной смысл этих всех митингов мирных были вопросы социальной политики. Мне очень понравилось выступление президента, когда он затронул вопросы молодежной политики. Молодежь — это не только будущее нашего государства, это уже настоящее. Мы видим, что в протестных митингах было очень много молодежи. Нам сейчас необходимо переформатировать государственную молодежную политику, отойти от развлекательных мероприятий, больше работать и предпринимать меры адресной помощи. Все эти годы мы работали над тем, чтобы освещать пути успеха наших молодых лидеров, успешных молодых людей, молодых казахстанцев, которые много добились чего в спорте, в культуре, в бизнесе. Однако я считаю, что такие примеры это хорошо, но необходимо проводить работу по решению социальных вопросов нашей молодежи. Еще важный вопрос сегодня — оказывать помощь тем людям, которые подверглись воздействию этих террористических организаций. Нам необходимо готовить узких специалистов, которые могут работать с этой темой. Еще важный момент — это самочувствие нашего населения. Дело в том, что мы уже поняли, что это такая информационная война, когда каждый гражданин должен иметь такой критический взгляд на ту информацию, которая приходит сегодня на повестку дня. Потому что мы уже увидели, как умело злые силы используют фейковую политику недостоверных сведений. Отсутствие информации — это тоже важный инструмент в работе с населением, потому что в период, когда были перебои с интернетом, не было связи, люди подвергались такому воздействию и верили этим фейкам. Поэтому нам всем гражданам надо понимать, что не все новости, которые заходят к нам, они достоверны. Безусловно. Но действительно, мне кажется, одним из основных выводов, которые можно было сегодня сделать, это то, что действительно государство
государству, через партию, через профсоюзы все-таки нужно еще больше усилий прилагать для того, чтобы слышать, действительно слышать население, отражать какие-то реальные проблемы, которые существуют. И вот в этой связи хотелось бы задать вопрос. В период чрезвычайного положения, вот как только начались все эти протесты, мирные митинги и так далее, какую работу проводила партия, какую работу проводили профсоюзы? Мы с первого дня сорганизовали работу именно в наших коллективах. Вы знаете, что у партии во всех крупных коллективах, малых предприятиях есть свои первичные партийные организации, то есть есть председатели ППО. Наши депутаты городских, районных маслихатов выходили с разъяснением о том, что необходимо соблюдать вот все требования, согласно которым в рамках чрезвычайного положения находиться дома, сохранять собственную безопасность, соблюдать закон. Ну Это да, один потому из что важных. никто не знал, как себя вообще вести, и никто не ощущал элементарной Статистика, безопасности. увы, такая, что люди где-то думали, что до сих пор там можно обычным образом жизни, но это чрезвычайное положение, и мы взаимодействовали здесь очень активно с комендатурой и с областным штабом. Ну, и на местах, соответственно, наши филиалы партии взаимодействовали и вошли в составы именно по работе с штабами городов, районов. Вот, в эту работу мы наладили. Вы знаете, буквально вчера депутаты городских, районных маслихатов, мы целенаправленно пошли и сдали кровь. Вот, я думаю, что это то малое, что мы можем сегодня сделать для того, чтобы более 2000 людей пострадали. Это находится в больницах. И вот наша помощь, вот в таким образом мы, ну, вместе с тем наше молодежное крыло «Жасатан» активно подключилось именно тех, кто охраняет наш город. И развозка продуктов, и развозка там, и наш один из предпринимателей, который позвонил в филиал партии, 1000 пирожков там мы развезли. Но это такие малые дела. То есть весь народ объединился весь и народ помогали друг объединился, другу, кто да, как да. мог. И мы помогали, и будем помогать. Это наша задача, этот вопрос, который перед всей нашей страной стал, решить его вместе. Ну вот действительно люди не полностью, наверное, отдавали себе отчет в том, что происходит. Естественно, поступала самая разная информация, был перекрыт интернет, доступ к привычному, да, уже формату для многих, он был отрезан. Вот, Динар Нуржановна, как решался вопрос именно вот с профсоюзами на рабочих местах? Потому что там тоже было очень много вопросов, особенно связанных с введением комендантского часа. Потому что предприятия, которые работают в режиме полного цикла, у них есть свой тоже график, свой порядок. Как решались данные вопросы? И на какой стадии они сейчас находятся? Ну вот в связи с тем, что события у нас начинались далеко за пределами нашего региона, мы примерно уже 5 числа понимали, как складывается ситуация, и нам необходимо было удержать ситуацию в наших трудовых коллективах. Поэтому 5 числа в первой половине дня вот мы буквально провели наше совещание с председателями отраслевых профсоюзов, крупных первичных профсоюзных организаций, потому что мы понимаем, что члены профсоюзов — это работники промышленных предприятий, а предприятия у нас работали, стратегические предприятия у нас работали в штатном режиме, коммунальные службы, у нас не было никаких перебоев, и нужно было профсоюзам тоже принять участие в организации вот этой работы. В связи с тем, что объявили чрезвычайное положение, комендантский час, я вот благодарю руководителей предприятий, которые перестроили свою работу, изменили время смен. Наши работники могут спокойно добираться до работы и обратно домой, не нарушая комендантского часа. Но, как мы видим с вами, все-таки тех людей, которые нарушили эти условия, много достаточно, уже более 500 в Павлодарской области было задержано. Это тоже важный момент. Я думаю, что есть важная причина, может быть, не доходит информация еще. Мы должны эту информацию правильно распределять, доносить до людей, поэтому профсоюзы занимаются этим. Сегодня я направила письменное, значит, письменное обращение ко всем профсоюзам, где, значит, подробно разъяснила, как себя нужно вести в этот период. Кроме этого, значит, работа примирительного центра профсоюзного усилилась. Мы открыли дополнительную линию. Значит, к нам можно обратиться по телефонам, они будут указаны вот у вас, значит, в титрах. 2 телефона горячей линии, к нам можно обратиться за помощью по трудовым вопросам. Эта помощь оказывается бесплатно любым работникам.
Сейчас уже пошли у нас обращения в Да, связи в с тем, основном, что интересует людей, вот помимо графика работы? в связи с тем, что вот такая нестабильная ситуация, работники обращаются с таким вопросом, могут ли они перейти на дистанционный режим работы, и как им в этом случае, значит, построить взаимоотношения с работодателем, как проявить правильную инициативу, как правильно обратиться, чтобы это было правильно. Одним из многих аспектов, на которых заострил внимание Касым-Жомарт Кемелевич в ходе сегодняшнего своего выступления, это была поддержка малого и среднего бизнеса, потому что говорилось о том, что меры господдержки на сегодняшний день не совсем эффективны. Вот какую работу проводит партия Нур-Отан в этом направлении? Ну, в первую очередь нужно отметить, что именно в сложившейся ситуации важна поддержка малого и среднего бизнеса. То есть существует крупный бизнес, это тоже хорошо, но вместе с тем глава государства отметил, что банк должен направить именно пересмотреть свое направление в направлении именно малого и среднего бизнеса. За малым и средним бизнесом, как правило, вроде бы кажется, это небольшие коллективы, там от 3 до 50 человек, но за ними стоят семьи. Это, как правило, малый и средний бизнес подразумевает, что человек многосторонний, многофункциональный. И за этим идет в первую очередь и логистика, и дополнительные рабочие места. И в первую очередь это постоянный прогресс и конкуренция. То есть малый и средний бизнес — это драйвер экономики вообще в целом. Поэтому глава государства правильно расставил приоритеты. Я думаю, мы как партия должны поддержать, разъяснить, составить диалог с бизнесом. Здесь поручения получили именно правительство, депутаты Мажилиса парламента присутствовали. Но важно обратить на то, чтобы эта информация дошла до наших предпринимателей, что есть возможность использовать рычаги, есть возможность институты государственной поддержки. Вот именно благодаря мудрой политики нашего главы государства этот вопрос будет решен. Я очень надеюсь, что малый и средний бизнес получит эту поддержку, и наша задача, и профсоюзов, и партий, и депутатского корпуса эту информацию донести. У нас в депутатском корпусе наш коллега Серик Садвакас Серик Тельнович, он руководит Атамикеном. Я думаю, что вот благодаря именно нашей совместной работе мы в кратчайшие сроки везде приложим все усилия, чтобы и на Павлодарском, на местном уровне все институты и рычаги были предоставлены для нашего бизнеса. Да, вот эта вот проблема, в принципе, она назревала, наверное, уже достаточно давно, в том плане, что, да, государство предоставляет целую массу поддержки разного уровня для бизнеса, но бизнесмены зачастую даже не в курсе, что они могут воспользоваться там той или иной программой. Как вот именно наладить, на ваш взгляд, контакт между государством и между бизнесом, чтобы вот действительно была повышена осведомленность, вот это, может, какие-то, не знаю, может, приемы вести какие-то? В первую очередь нужно еще обратить внимание, какие именно отрасли малого и среднего бизнеса в Казахстане нужно развивать. Сегодня глава государства сказал о том, что нужно навести порядок на китайской границе. Да, что подразумевает? Это, как правило, продукты общего пользования, да, которые в основном представлены где-то на наших прилавках. Если мы можем у себя производить, ну, во-первых, нужно обратить внимание на легкую промышленность, да? Ее нужно развивать. То есть на внутреннем рынке должны быть и вещи, и продукты питания. Да, у нас есть наш союз, в который мы все вошли, но вместе с тем нужно понимать, что и нам нужно самим развивать производство. Что такое малый и средний бизнес? Это маленькие производства, которые в дальнейшем могут наносить тот или иной продукт на прилавок. Вот именно благодаря этим рычагам можно помочь. И здесь предпринимателям нам нужно предоставить широкую информацию. Я думаю, в кратчайшие сроки это все будет уже сформировано в один документ. А вот над этим документом мы с населением, как партия, как профсоюзы, как Атамикен, мы вместе поработаем. Ну, в своем выступлении сегодня президент отметил, что необходимо повысить сумму вот этих грантов, которые получают начинающие предприниматели из числа социально уязвимых категорий. Даже была озвучена сумма 400 МРП. 400 МРП, да. Поэтому это существенно будет. Мне кажется, вот такие меры, они повлекут за собой интерес со стороны того населения, которое не имеет пока работы или только пытаются начать свой бизнес. Я думаю, это хороший стартовый капитал. Тем более эти гранты, они выделяются после обучения в палате Атамикен по программе «Бастау бизнес».
Но вот все-таки разъяснительную работу нужно усиливать, как мне кажется, да? Мы с сегодняшнего дня уже эту работу начали. Завтра активно будем проводить в коллективах. Мы собирали сегодня наших первых заместителей, председателей филиалов, депутатов по направлениям всем, которые были озвучены главой государства. И буквально с завтрашнего дня мы активно этой работой занимаемся. Это и есть наше основное направление, доносить населению. Также через наши общественные приемные всю информацию будем предоставлять. То есть сейчас, в принципе, вот мы живем, можно сказать, в режиме офлайн, интернет-соединение у нас все-таки еще нестабильное, то есть сейчас это все будет в режиме офлайн, правильно понимаю? Мы не будем тратить ни минуты, где, возможно, по закону мы будем встречаться, если будут люди к нам приходить. Если это требует, чтобы мы через Zoom, через онлайн проводили, мы постараемся в максимальные сроки до окончания ЧП какой-то уже определенный фронт работы выполнить. Сейчас важно, чтобы сохранить спокойствие и, наоборот, стараться меньше выходить из дома на работу, значит, работать и не мешать правоохранительным органам проводить свои операции. Поэтому пока все публичные мероприятия, они запрещены до 19 числа. Если потом после 19 числа мы сможем, мы уже выйдем в коллективы. Ну, вообще, в целом, конечно, ситуация беспрецедентная, и поэтому решения все, которые принимаются, они действительно мы учимся на ходу, можно сказать, да, то есть реагировать правильно и предпринимать какие-то шаги для того, чтобы действительно население в первую очередь почувствовало себя в безопасности, потому что действительно времена были довольно-таки непростые. Тревожные, да, времена. Тревожные времена. Но вот оглядываясь назад, вот когда все только начиналось, вы помните вообще свои эмоции, такие вот даже человеческие, что вы испытывали? Все-таки мы как-то больше рассчитывали, что это мирный митинг, да, что это диалог. Вот как глава государства сказал, и мы в этом все убедились, что ситуация вышла из-под контроля и воспользовались этой ситуацией силы извне. Это террористы, как уже обозначено, наши мирные жители где-то попали под влияние. И это, конечно, очень для нас большой сигнал для того, чтобы, вот как Динар Нуржана сказала, один из направлений — это работать с молодежью. Значит, нам необходимо на это больше сделать направление, отразить определенные задачи. И здесь как раз именно глава государства сказал о именно системе образования. О том, что 5 вузов необходимо в Казахстане запустить с мировым, с таким мощным потенциалом, который в дальнейшем нам эти вопросы помогут снимать. И с уклоном, в первую очередь, на западные регионы. И самый важный момент, который обозначил еще президент по образованию, это чтобы эти вузы были с техническим направлением. То есть сегодня нужны технические специальности. Наш регион один из промышленных регионов. То есть есть крупные предприятия, где необходимы люди с техническими специальностями. И на сегодняшний день, даже если говорить о том, что все оборудование современное, сварщики, инженеры, строители, все технические специальности не каждый день нужны, потому что у нас и бум строительства идет, и бум промышленности идет. Государство развивается, и вот в этот момент нужны технические специальности. Поэтому глава государства здесь четко обозначил. Я думаю, что наша молодежь должна пересмотреть гуманитарии на технические специальности, так как они более востребованы и даже где-то оплачиваемые более. Ну, у нас еще проблема такая, что, конечно, наблюдается на рынке труда дефицит квалифицированных кадров. Я вот часто говорю об этом. Не хватает рабочей силы. Посмотрите, откройте газету, значит, в столбике вакансий очень много рабочих мест, где требуется. Но, с другой стороны, наши кадры, они ценятся везде. Мы готовим высококвалифицированные кадры, образованные кадры. Они уезжают. Уезжают благодаря тому, что они одаренные, имеют определенные таланты, уезжают за рубеж учиться. Это очень хорошо. Но есть часть нашей молодежи, которая там остается. Ну, да. Поэтому я бы хотела просто обратиться и воззвать к патриотическим чувствам этих молодых людей. Возвращайтесь в страну. Вы здесь сейчас нужны. Ваши таланты, ваши умения, ваши знания. Другого случая уже больше может быть не быть. Поэтому необходимо вернуться и помогать
развивать нашу экономику, развивать нашу социальную политику, внедрять новые проекты, инновационные технологии. В Казахстане для этого есть все возможные ресурсы. Нам просто не хватает идей, не хватает вот мозгов. Действительно, отличное обращение. Мне кажется, в принципе, вся эта ситуация, конечно, позволила, как мне кажется, извлечь целую массу уроков. И мне кажется, мы еще очень долго будем их извлекать. Сейчас, когда, дай бог, все страсти поулягутся, мы сможем оглянуться на всю эту ситуацию, уже сделать какие-то конкретные выводы и прийти, надеюсь, к правильным решениям и встать на очень верный путь. Нам всем нужно научиться правильно действовать в критической ситуации. И это обязательно тоже. Ну, большое спасибо вам, что уделили время, что пришли. Сейчас предлагаю вам кратко обратиться к нашим телезрителям. Я уверен, что у вас есть что сказать. Курметі журналистер, достар, уважаемые земляки, друзья, обращаюсь к вам от лица депутатского корпуса партии Нур Отан. Прошу вас всех соблюдать все определенные нормы, соблюдать безопасность. В первую очередь это беспрекословное соблюдение закона. Необходимо не забывать о том, что болезнь тоже не дремлет. Все санитарные нормы, и маски, антисептики, перчатки по возможности, потому что сегодня очень важно еще и здоровье. Да. Мы вот с учетом чрезвычайного положения понимаем, что и вот на митинге столько людей контактировало, столкнулся. Это тоже опасность, это тоже мы буквально вот 2 с лишним года находились в такой сложной ситуации. Поэтому, пользуясь случаем, призываю вакцинироваться. Кто вакцинировался, ревакцинироваться, сдать тесты и максимально в своих семьях, коллективах проговорить о том, что ситуация стабилизируется. Местная власть делает все для этого. Комендатура, штаб, все делает для того, чтобы мы как можно быстрее вернулись к обычному образу жизни. Желаю вам всем здоровья. Ну, пользуясь случаем, уже поздравляю всех с наступившим Новым годом. Вот так у нас год начался, но вместе с тем, вот как вы правильно сказали, нам нужно всем собраться, проанализировать все. И самое важное, сделать выводы. И в дальнейшем все мы должны сплотиться вокруг нашего главы государства, поддержать все его задачи и инициативы. Именно вместе мы преодолеем это все и вернемся к обычному образу жизни. Копрахмет. Я бы тоже хотела бы пожелать нашим телезрителям, землякам, берегите себя, позаботьтесь о детях, о пожилых людях, доверяйте правильной, достоверной информации, доверьтесь государственным правоохранительным органам. Они делают все для того, чтобы обеспечить безопасность, порядок и спокойный сон. Большое спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, я напоминаю вам, что в любой ситуации наша сила в единстве. Поэтому берегите себя, берегите ближнего. Всего доброго, до новых встреч.